Якутия – бескрайняя, загадочная, сочетающая в себе аскетичную красоту севера и богатство земных недр, традиции многих народов и единство в главном. Действительно, разнообразие культур не только не помешало, но стало почвой для формирования особого лица этого региона, самого крупного в России. Народы Якутии бережно сохраняют свои обычаи, прикладное, изобразительное и музыкальное искусство, и при этом принадлежат к одной вере – к христианству. Церковь – это место встречи разных людей и этносов. Она не стремится смыть различия между ними, но прикладывает многие усилия для того, чтобы они могли внести свой вклад в красоту и величие православия. Это хорошо видно в храмах Якутии, таких оригинальных, таких не похожих друг на друга. Разные общины, разная архитектура, разные местные традиции и один Господь, одна вера, одно крещение. Верхнеколымский район. Этот край помнит многие труды рабочего народа и страдания узников ГУЛАГа. Великая река, суровая северная природа. На левом берегу Колымы стоит небольшой поселок Зырянка. Основан он меньше века назад, в 1930 году, когда здесь начали добывать каменный уголь. Местным углем до сих пор обеспечиваются Магадан, Чукотка, Якутия. Зырянку часто называют «жемчужиной Колымы». Она хранит в себе печаль, благодарность и сострадание. Поселок строили заключенные. Многие из них положили здесь свои жизни. А ведь нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Так учит Евангелие. Украшение и духовный центр поселка – Всехсвятский храм. Из него возносится молитва, оберегающая жителей Верхней Колымы и дарующая покой погибшим на тяжелых работах. История храма вписана в современную летопись истории православия Якутии. История Зырянского храма связана с историей возрождения православия в Якутии. В 90-х годах, после того, как была возрождена якутская епархия, появился этот приход. Местные жители, потомки ссыльных, да порой и сами ссыльные, которые здесь остались жить после закрытия Дальстроя, стали первыми прихожанами этого храма, крестились. Когда приезжал священник, принимали участие в божественной литургии, причащались святых христовых тайн. Когда первый раз приезжали священники к нам, я поэтому не знал, они все в черном были, там золотые кресты, и почему-то все называли не священники, а попы. Говорят, попы приехали. Ну и все, они так по центральной улице идут, и мы бегом за ними. И, получается, во главе была Галина Иосифовна Шигарина, староста этого прихода. Ну и привели в спортзал у нас вот большой. И вот священник начал рассказывать заповеди, вот не убей, не укради, вот надо помогать ближнему. Ну, я же маленький, что мне вот 9 лет. И тут потом мне сказали, приходите креститься. Ну и все. Я такой радостный, уже в попыхах весь, побежал домой. Сказал, бабушка, нас зовут креститься. Ну, из всей семьи я один только принял святое крещение. Церковь решили обустроить в самом центре поселка. В этом благом деле принимало участие все население. Да, это был 96-й, вот если не 6-й, то 7-й год. Перед этим храм строился, его обустраивали. Это был, вы, наверное, в курсе, это был бывший детский сад. Часть детского сада снесли, и вот часть вот выгородили и сделали вот этот приход. Я как раз тут работала в администрации.
Мы ходили сюда на субботники, убирали территорию. Документальная история района начинается в XVII веке, после того, как в 1643 году объединенные отряды Семена Дежнева, Дмитрия Зыряна и Михаила Стадухина направились с Алазеи на Колыму. В 1647 году на берегу реки Ясачной, впадающей в Колыму, было построено первое верхнеколымское зимовье, позже ставшее казачьим острогом и крепостью, затем селом. С 1868 года село Верхнеколымск стало центром христианизации местного населения. Здесь был возведен первый в районе храм в честь святых апостолов Петра и Павла. Первым служил в нем священник Стефан Попов. Храм имел большое значение для духовной жизни села и в целом края. В 1930 году, как и везде, церкви начали закрывать, и то же самое случилось и у нас. В настоящее время колокол, который был отлит в Ярославле, находится в нашем Верхнеколымском музее и напоминает нам о былых временах, когда колокол это звучал, все празднования, Рождество, Троица, Пасха. В церковь съезжались жители всех ближайших наследов. И церковь у нас очень была знаменитая, одна из самых красивых и больших в нашем районе. Церковь эта не сохранилась. На ее месте сейчас установлен поклонный крест, а главным в районе является храм всех святых поселка Зырянка. Именно он стал местом притяжения для всего Верхнеколымского района. Галина Васильевна Карманова – одна из первых прихожанок. Любимое ее место в храме – клирос. Здесь происходит таинство встречи человеческого таланта с тем, кто этим талантом одарил. Церковное пение напоминает о пении ангелов, восхваляющих Бога. Я на клиросе чувствую страх, трепет. Это же ответственность такая. И зато после службы это благодать. Я так думаю, это наше спасение. Я без храма не могу. Воскресение Твое славим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Центром жизни человека должна быть духовность. Центром жизни села должен быть храм. Храм есть Божий дом, куда можно прийти и в радости, и в скорби, где можно получить утешение и помощь, где можно попросить и поблагодарить. А самое главное, где можно соприкоснуться с любовью, где нас всегда ждут, всегда рады нам. Храм – это частичка неба на земле. Народная мудрость гласит: кому церковь не мать, тому Бог не отец. У нас раньше население было 15 тысяч с чем-то там. Я еще тогда была в избирательной кампании. Вот я помню, мы печатали списки, 15 300 было взрослого населения. А сейчас 3 с чем-то. Вот, если бы не храм, не знаю, что бы мы тут делали, не знаю. Храм очень нужен. Особенно нам всем тут, землякам зырянским, которые остаются, не уезжают. Это без храма что такое? Любое село, любой поселок, он умирает. Молитва идет тут постоянно. И деток на крещение носят. И мы, как говорится, уже взрослое, пожилое поколение. И молодежь идет. Я просто пришел сюда, чтобы страна была сильной. Вот и все. Да. Потому что, знаешь, если мы будем все за страну молиться, она будет сильнее. Храмы в глубинке всегда были объединяющим, организующим и развивающим элементом жизни населения. В современных условиях их возрождение и поддержание церковной жизни являются одним из возможных факторов сохранения в сельской местности постоянного населения или, по крайней мере, стабилизации резкого сокращения его численности за счет миграции.
Этот фактор в определенной мере является значимым и для поддержания духовно-нравственной культуры проживающего на данной территории населения. Храм всех святых поселка Зырянка выполняет именно эту функцию. Здесь не смолкает молитва. Приход, несмотря на большой отток населения, остается многочисленным и дружным. Действует воскресная школа, а детей в поселке много. Важно воспитать в них личное благородство, порядочность, развивать их таланты и способности. Воскресная школа организует для них досуг, который учит и направляет подрастающее поколение ко благу. В этой теплой семейной атмосфере, которая в храме зародилась, община и продолжает жить. Даже несмотря на то, что священник приезжает несколько раз в год, община собирается еженедельно, по большим праздникам, совершает богослужения мирским чином, поддерживая и укрепляя друг друга в вере. Постоянного священника на приходе нет. Он прилетает несколько раз в год. С одной стороны, это проблема. Люди не могут по зову сердца в любой день посетить богослужение, приступить к таинствам, получить пасторский духовный совет. С другой, в прихожанах воспитывается личная ответственность, а визит священника становится для них настоящим праздником. Тогда в поселке воцаряется искренняя, неподдельная радость. Когда приезжает священник, это такая благодать. Приезжает священник, и ты, получается, возле него, возле престола Божьего стоишь, и вместе молишься за весь, может, за всю Якутию. Не только за всю Якутию, можно за весь мир. Сегодня Арктика – перспективный, активно развивающийся регион. Север Якутии оживает. Есть прирост населения. Республика Саха занимает первую строчку рейтинга по рождаемости в Дальневосточном федеральном округе. Развивается промышленность, ведется активное строительство, растет количество школ и детских садов. Прихожане храма всех святых поселка Зырянка верят, что в скором времени здесь построят и новый храм, в котором так нуждается приход.